25 марта 1961 года звездочку отправили в космос. Ее приземление ждали в Куйбышеве, сейчас Самара, Перми и Ижевске. В наш аэропорт с утра прибыли поисковые группы из Москвы, готовились к встрече. Когда поступил сигнал о том, что объект, капсула «Собачка» на борту, приземлился между Сараповым и Чайковским, искать звездочку снарядили ижевского летчика Льва Кельмана, поскольку московский самолет Ли-2 из-за плохой погоды не смог взлететь. «Я сел с Юрки Як-12», вспоминает Лев Карлович, нагрузку медаль 2 работников КГБ. Через некоторое время я увидел серебристый шар и еле заметный белый в снегу парашют. Находка была обнаружена недалеко от деревни Корша. Шар пищал, видимо, работала аппаратура. Вся поверхность шара была покрыта резиновыми пластинами, часть из них сгорела. Звездочка ночевала в Ижевском аэропорту. Когда мы приземлились, рассказывает Лев Кельман, мы очень переживали за звездочку, жевали. Но трогать корабль без разрешения сверху не стали, дождались москвичей. Они прибыли на следующий день, когда погода улучшилась. Разминировали корабль-спутник. Собачка оказалась на своем месте. Она тихонько сидела в отдельном отсеке за закрытой крышкой. Все очень обрадовались. Героиню, а также капсулу, в которой она летала в космос, транспортировали в Ижевский аэропорт. Звездочку отнесли в кабинет начальника. Очень общительная и ласковая собачка. Ее напоили, накормили колбаской, а после этого она заснула как убитая. Еще бы, космический полет пережила. Потом москвичи забрали звездочку в Москву на обследование. Все прошло успешно, и поэтому через 17 дней весь мир радовался тому, что в космос впервые отправился человек – Юрий Гагарин. Так освоение космоса прошло не без участия и нашей республики. 25 марта 1961 года, за 17 дней до полета первого человека в космос под селом Фоки, сейчас Чайковский район, прогремел взрыв. В небе раскрылись 2 парашюта. На одном спускался человек, на другом огромный шар. Местные жители испугались и решили, что это шпионы. Но на найденном шаре нашлись надписи на русском языке. Позднее всем стало известно, что 25 марта в космос был запущен корабль-спутник «Собачка-звездочка» на борту. Кстати, имя «Звездочка» дал сам Юрий Гагарин, до этого ее звали Удача. Но мало кто знает, что в корабле-спутнике собачка была не одна. С ней летал Иван Иванович, манекен, внутри которого была вшита капсула с человеческой кровью. Это было сделано для того, чтобы узнать, изменился ли состав крови, и как, в принципе, организм может выдержать такие перегрузки. Но все оказалось удачным, и поэтому 12 апреля в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Кто знает, если бы собачка-космонавт не вернулся с полета живой, быть может, и Юрий Гагарин не совершил бы свой знаменитый полет.